30-е, говорят ханафиты, в данном случае у нас 30 июня приходится. Как раз один из дней, предпоследний, Айям Ташрик, праздничных дней. 30 июня в этом году приходится до захода солнца. Богословы шафииты говорят до 1 июля, незадолго до захода солнца, время возможности произвести заклание завершается. То есть процесс заклания важен, но он ограничен временем. С учетом солнечного календаря, богословы ханафиты до захода солнца 30 июня, богословы шафииты до захода солнца 1 июля. И я в том числе как раз увидел, то есть московские власти, подмосковные власти сделали очень много для упорядоченной организации, в том числе процесса заклания. То есть четко присутствуют в Подмосковье места, где можно организованно, упорядоченно произвести процесс ритуального заклания. И опять же, с учетом внимания и московских, и подмосковных властей к Курбан-байраму, в Подмосковье 53 места, где проводятся массовые мероприятия, связанные с Курбан-байрам. И в Москве тоже десятки мусульманских общин и централизованная организация проведения праздничной молитвы. Теперь у нас с вами хадисы по теме. Хадисы по теме Курбан-байрам. Ключевые хадисы я вам напомню. Заключительный Божий посланник, пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ма амиля адамиюн мин амалин яуман нахри ахабба иля Аллахи мин ирхақиддам. إنه لا يأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظفارها وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض». Смысл. Посланник Божий, алейхиссалату вассалям, говорит: самое лучшее пред Аллахом, Богом, Господом, деяние в дни праздника жертвоприношения Курбан-байрам – это пускание крови жертвенного животного, заклание. Поистине придет оно со своими рогами, копытами и шерстью в судный день, живым свидетелем совершенного обряда. И будет кровь его возвеличена пред Господом еще до того, как успеют капли ее упасть на землю. «Фатыбу биха нафса», говорится в конце хадиса, «пусть же души ваши будут спокойны». И здесь, внимание, сам процесс заклания – это не что-то такое, как бы с каким-то элементом дикости. Нет, абсолютно. Со времен заключительного Божьего посланника, пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, авраамическая, еще со времен Авраама в том числе, авраамическая традиция жертвоприношения стала важным религиозным ритуалом. Еще со времен Авраама это было. Это времена Авраама и Измаила, его сына, первого сына. Так вот, с времен заключительного Божьего посланника, пророка Мухаммада, авраамическая традиция жертвоприношения стала важным религиозным ритуалом, проводимым раз в год в каждой мусульманской семье. На Курбан-байрам принести в жертву пред Богом барашка, тем самым выкупая свое и своей семье благополучие, избавляя себя и семью от отягощающих грехов. Также пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, говорил: «Ман кана лаху са'атун ва лам юдаххи фала якрабанна мусаллана». То есть, у кого есть материальный достаток, но он не произведет процесс заклания,
то пусть не приближается к местам совершения нами молитвы намаза. Ученые говорили здесь, что акцент в хадисе, то есть хадис несет с собой смысл строгого порицания. Да, безусловно, заклание жертвенного животного на Курбан-Байрам – это из категории желательных, важных, сунна дел. Некоторые ученые ханафитского мазхаба сказали ваджиб, то есть не фард. В ханафитском мазхабе разница есть между фардом и ваджиб, а именно ваджиб, то есть очень важно, ссылаясь на данный хадис. То есть хадис подчеркивает очень высокую важность произведения заклания в Курбан-Байрам. В наше время это все значительно упростилось. Мэрия Ли в Москве, правительство, если брать Подмосковье, в разных регионах России, в городах